Добрый день, господа. Здравствуйте, пан Швейк. Кружку черного. Черного? В Вене сегодня тоже траур. Вы мне не поверите, господа, а ведь я знал, что в Сараеве что-то случится. Что? Вы знали и об этом? Конечно, знал. Как только военный парад, так обязательно что-нибудь случится. Это ваш? Спасибо. Раз во время такого парада у меня не хватило 20-й пуговицы на мундире. Посадили меня на 14 дней в одиночку. Я там 2 дня простоял, как истукан, связанный по ногам. И все это ради дисциплины. Наш обер-лейтенант, некий Маковец, всегда нам говорил: дисциплина, желторотые балбесы, должна быть. Иначе вы как обезьяны лазили по деревьям. Разве не правда? Угу. Представьте парк. Ну, скажем, в Праге. На каждом дереве сидит по одному солдату без дисциплины. Эта мысль меня больше всего пугает. Убийство в Сараеве – это дело рук сербов, а? Ошибаетесь. Это сделали турки. Из-за Боснии и Герцеговины. Они в ярости, что им наш император не помог в войне с Сербией. Ты любишь турок? Любишь этих проклятых псов? Гость как гость. Хотя бы и турок. Нам, трактирщикам, нет дела до политики. Заплати за пиво и болтай, что взбредется. Допустим, пан трактирщик, но вы понимаете, какая это для Австрии утрата? Конечно, потеря. Нельзя заменить Фердинанда каким-нибудь болваном. Разве не правда? Уголовный суд. Добрый день. Присаживайтесь. Так это вы, пан Швейк? Я полагаю, я им должен быть. Потому что отец мой был Швейк, а моя мать пани Швейкова. Хороших вы дел наделали. Много их на вашей совести. У меня всегда много дел на совести. Может, больше даже, чем они считают, ваша милость. Видно в протоколе. Ну, не оказывали на вас полиции давление? Разве можно, ваша милость? Мне сказали подписать. Я и подписал. Не буду же я с ними спорить из-за собственной подписи. Пользы бы от этого мне не было. Вы чувствуете себя здоровым? Вполне здоровым я не могу, к сожалению, сказать этого, пан судья. У меня ревматизм. Мажусь апидельдоком. К перемене погоды у меня здесь так ломит. Слышите, как хрустят суставы? Прошу, садитесь. Еще один вопрос. Вы якобы распространяли слухи, что скоро будет война. Да, будет. Очень скоро. Вы не ошибаетесь? Не думаю. Ведь это уже занесено сюда, в протокол. Так значит, вы утверждаете? Ошибаться может каждый. Ученый, необразованный балбес, даже министр. Не бывает ли у вас иногда припадки? Нет, пан, не бывают. Только однажды меня задел автомобиль, и я упал на Карловой площади. Но это уже было давно. Достаточно. Можете идти. Благодарю, ваша милость. Милейший вы человек.